В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Инновационные подходы. Уверен, что внедрение новых цифровых решений упростит и ускорит получение всех предусмотренных мер поддержки. Рамзан Кадыров принял участие в первом всероссийском форуме по цифровизации фонда «Защитники Отечества», который проходит в Грозном. Какие темы на повестке? Кузница героев. Все равно узнаешь для себя нового, подготовка хорошая. Репортаж Лейлы Муртазовой из Российского университета спецназа. Как готовятся добровольцы для участия в специальной военной операции. Отзвук из глубины веков. Башня, как мы называем, мой дом, моя крепость. Расскажем об истории и современности, традициях и загадках чеченской башенной архитектуры. Рамзан Кадыров принял участие в пленарном заседании первого Всероссийского форума по цифровизации фонда «Защитники Отечества», который в эти дни проходит в столице. Темой обсуждения стала цифровизация мер поддержки для участников СВО и их семей. В состав президиума вошли Рамзан Кадыров, заместитель министра обороны России Анна Цивилева и другие официальные лица. В своем выступлении глава субъекта отметил, что региональные филиалы организации уже успел помочь более 6 тысяч семьям военных, находящихся в зоне СВО. Координаторы центра всегда оперативно решают проблемы посетителей. С самого начала специальной военной операции военнослужащие и добровольцы из нашей республики принимают в ней активное участие. А региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказывает им всеобъемлющую помощь. Уважаемая Анна Евгеньевна, Сергей Евгеньевич, Максут Игоревич, уважаемые участники, добро пожаловать в Чеченскую Республику. Забота о наших боевых товарищах, их близких у нас всегда на первом плане. Это люди, которые самоотверженно отстаивают государственные интересы и, рискуя своей жизнью, борются за наше будущее с западным сатанизмом. Мы ценим их стойкость и преданность воинскому долгу. С самого начала специальной военной операции на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина прошли подготовку 45 тысяч бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев. Все они обеспечены полным оборудованием. Нашим бойцам и их семьям при участии фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказывается материальная, социальная и медицинская помощь. Для нужд спецоперации фондом закуплено 1766 единиц спецавтотранспорта, около 6 тысяч квадрокоптеров, 32 тысячи средств связи, 83 тысячи комплектов экипировки, тепловизоры, антидроны и иная необходимая техника. Регулярная гуманитарная помощь оказывается не только бойцам, но и жителям освобожденных территорий. Оказывается финансовая поддержка также семьям участникам СВО. На сегодняшний день весь объем помощи регионального общественного фонда составляет 33 миллиардов 315 миллионов рублей. И это не бюджетные средства. Всесторонняя помощь участникам СВО и их родным оказывает республиканский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Уверен, что внедрение новых цифровых решений упростит и ускорит получение всех предусмотренных мер поддержки. Я выражаю благодарность организаторам за эту своевременную и важную инициативу. Желаю всем участникам форума плодотворной работы. Спасибо. В завершении форума глава региона ответил на вопросы журналистов. Такой важный вопрос. Как в нашем регионе относятся к участникам СВО? Если вы задаете этот вопрос, то жители нашего региона, то я не знаю, то мы относимся со всем уважением. Это наши самые уважаемые люди, самые уважаемые, потому что они выбрали путь Всевышнего, они выбрали путь защиты своего народа, традиции, обычаи, поэтому мы будем их
всегда с уважением относиться к ним, их семьям. Мы же всегда будем поддерживать их, поддерживаем, да, все, что необходимо для них, для их семьи делаем и будем делать, да. Поэтому они лучше нас, поэтому мы должны быть им благодарны всю жизнь, да, и уверены, да, что они с победой вернутся домой. Рамзан Ахматович, сейчас в России обсуждается возможная блокировка Ютуба. Вы как активный пользователь социальных сетей, интернета, как относитесь к вероятности блокировки, замедления Ютуба? Я никогда, да, не захожу в YouTube, к сожалению, да, мы опаздываем, да, давно надо было, да, закрыть YouTube, да, не замедлять, а заблокировать, потому что все наши каналы, да, все наши, да, именно те, да, каналы, которые защищают интересы, да, России, интересы Чеченской Республики, интересы человека, да, вот свобода слова, да, они сразу блокируют. А тех шайтанов, которые там ведут людей в заблуждение, там хаос, там, этих они поддерживают, там, они их там всегда поднимают их. Поэтому давно надо блокировать, не замедлять, а заблокировать надо их, да. И все американские там сайты, да, каналы, да, надо заблокировать. Каналы свои должны быть, сайты, да, свои должны быть, сети, да, чтобы люди пользовались, были интересны. Да. Мы всегда сидим на чужих там сайтах, да, и их, да, всегда лоббируем. Мы чужие, да, филиалы чужие, фирмы чужие, там клубы поддерживаем. Да. Вот смотришь, да, даже спортивные наши каналы, да, российские, всегда показывают, да, иностранные футбольные игры, иностранных, да, боксеров, иностранных там, не знаю, там, хоккеистов, там. Вот наших, да, не показывают. Как будто им некого показать. Да. Все смотрят их футболистов. Да. Вот есть у нас наша футбольная команда. Да. Мы ищем, бегаем за заграничными футболистами. Да. Вот так построен. Да. Вот мы говорим, да, давайте мы сделаем так, чтобы вот запретим, да, покупать заграничных футболистов, да, будем воспитывать своих. Нет, богатые покупают, да, иностранных футболистов, а мы тоже хотим хотя бы быть там в лиге, там, чтобы не уступать там, хотя бы десятка, там, хотя бы, чтобы быть там. Тоже покупаем, вкладываем все последние средства, а нет бы, да, чтобы там 150 миллионов России, чтобы их игроки покупали, да, за границей. А мы покупаем, да, со всего мира и платим, да, все свои деньги. Да. Сейчас, ну, не можем поэтому делать, да, свое, что-то свое личное, да, из-за своих там элементарных винтики, там, болты там нету, да, потому что мы всегда, да, сырье продавали и ничего своего не делали. Вот тут то же самое, да. YouTube надо не замедлять, да, надо сегодня закрыть к чертовой матери, да, и все, да, и легче будет нам, да. Министр энергетики России Сергей Цивилев дал старт строительству Николаевской гидроэлектростанции. Ее проектная мощность составит 23 мегаватт. Это будет второй проект Русгидро в регионе после Башенной ГЭС, который возводится в Шатойском муниципалитете. Соглашение о сотрудничестве было достигнуто ранее на полях Кавказского инвестиционного форума. Репортаж Медины Мударовой. Гидроэлектростанция «Башенная». Ее строительство началось в августе 2021 года. Мощность составит 10 мегаваттов в год. Она будет вырабатывать 57 миллионов киловатт в час экологически чистой возобновляемой электроэнергии, которая направится в дефицитную энергосистему республики. Запуск планируется осенью этого года. С завершающими работами на участке ознакомился министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев. Станция представляет из себя установленную мощность 10 мегаватт. Среднегодовая производительность, выработка составляет 53 миллиона киловатт-часов. Башенная ГЭС является деривационным объектом. На сегодняшний день головная станция, головное сооружение в виде напорного
бассейна. Гостя сопровождал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Муслим Зайпулаев. После осмотра они направились на место будущей гидроэлектростанции Николаевская. Это уже вторая в Итумкалинском районе. Несмотря на статус малой, станция мощностью 23 мегаватта станет самым крупным объектом гидроэнергетики в регионе. О технических характеристиках объекта гостям рассказал первый заместитель генерального директора, главный инженер Русгидро Сергей Кондратьев. Все предусмотрено максимально безопасной эксплуатации для того, чтобы еще ни в коем случае не повредить ни природе, ущерба никому. Скажите, сколько график строительства этого объекта? Срок ввода 28 год. Строительство объекта станет важным шагом в развитии энергетической инфраструктуры региона и страны в целом, отмечает Сергей Цивилев. Мы делаем это не для себя. Мы делаем для наших детей, внуков и правнуков. У нас уже в ближайшее время, в этом году, одна из гидроэлектростанций построена нашими дедами и исполнится 90 лет. Когда мы обсуждали с гидроэнергетиками прогноз, они говорят, гарантированно она пройдет отметку 150 лет. Я говорю, а если больше? Они говорят, ну если честно, то мы видим уже горизонты 200 лет. Поэтому то, что мы сегодня строим, но уже на современных технологиях, 150 лет будет работать гарантированно. Настал момент, который без преувеличения войдет в историю развития энергетики Чеченской Республики. Первый кубометр бетона залили в основание будущей гидроэлектростанции и заложили в него символическую капсулу времени. Следуя традиции Русгидро, Сергей Цивилев поставил подпись на памятной доске. Она будет установлена на здании гидроэлектростанции. Русгидро пока осуществляется заливка бетона. Старт строительства дан. Стоит отметить, что ранее в рамках деловой программы Кавказского инвестиционного форума Русгидро и правительство Чеченской Республики заключили соглашение о сотрудничестве при строительстве Николаевской гидроэлектростанции. Мы сейчас уже, министры, отрабатываем. Форум был в рамках поручения президента, а мы уже в рамках поручения форума дальше дорабатываем уже конкретными мероприятиями, наполняем те решения, которые перед нами поставило вышестоящее начальство. Гидроэнергетика – это одна из важнейших отраслей вообще в нашем топливно-энергетическом комплексе. Она придумана и во многом воплощена нашими великими предшественниками, нашими отцами, дедами. И то, что мы сегодня участвуем в этом строительстве, во-первых, это большая честь для всех нас принимать участие в строительстве такого комплекса. Этот комплекс будет работать минимум 150 лет. Это важный проект для Чеченской Республики. Он позволит улучшить энергетическую безопасность региона и создаст новые возможности для экономического развития, отмечает министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Муслим Зайпулаев. Главой Чеченской Республики, уважаемым Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, перед отраслью энергетики ставятся амбициозные большие задачи. Как мы знаем, гидроэнергетика – это одно из важнейших направлений. При поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и при непосредственном участии ПАО «Росгидро» сегодня в республике проводится работа. Мы наметили план, что министр энергетики Российской Федерации Сергей Евгеньевич нас поддержит для выстраивания дальнейшей долгосрочной перспективы. Благодаря новой гидроэлектростанции появится более 300 рабочих мест. Она будет вырабатывать почти 105 миллионов киловатт в час экологически чистой электроэнергии и не будет оказывать влияние на водный режим реки. Николаевская ГЭС, она состоит в основном из двух строительных площадок. Это водозаборный головной узел, деривационный тоннель, который соединяет данный водозаборный узел с станционной площадкой. Водозаборный узел, это вот если здесь посмотрите, она состоит из плотины, приплотинной площадки и тоннель. Вот здесь начинается тоннель. Тоннель это у нас для того, чтобы воду на водозаборном узле запустить через деривацию и подать на станционный узел. Строительство двух гидроэлектростанций реализует Русгидро в рамках государственной программы поддержки возобновляемой энергетики. Впереди строительство очень сложного гидротехнического объекта с 57-метровой плотиной и 3-километровым деривационным тоннелем. Он будет начинаться здесь и простираться в сторону Шатоя вдоль селения Нихалой, выходя к зданию гидроэлектростанции. Тоннель будет полностью погружен в эту скалу. Гости также посетили Грозненскую теплоэлектростанцию и ознакомились с ходом работы. Оперативная обстановка на станции нормальная. В работе газотурбинная установка номер 1 с нагрузкой 130 мегаватт, газотурбинная установка номер 2 с нагрузкой 140 мегаватт, общая вырабатываемая нагрузка 271 мегаватт.
Развитие энергетики – это ключевой фактор процветания любого региона. Чеченская республика активно развивает свою энергетическую инфраструктуру, стремясь обеспечить жителей безопасным источником энергии. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская республика. Современное мультимедийное пространство, не имеющее аналогов в филиалах Всероссийской государственной телерадиокомпании. Это про нашу новую студию. Без привлечения историческое событие с этого дня мы вещаем в инновационном формате. Вы уже наблюдаете ее. 3 больших экрана функционируют автономно и позволят воспроизводить любой видеоконтент. Камеры обеспечивают до 50 различных планов съемки. Сегодня дать старт эфиру приехали представители руководства региона и заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов. О том, какими теперь будут чеченские вести, в репортаже Турпалали Тайсумова. ГТРК «Вайнах» – это место, богатое своей историей и новаторскими решениями. Телерадиокомпания «Первый» запустила цифровое вещание в регионе и теперь снова становится пионером эфира. Отныне информационная программа «Вести Чеченская республика» будет выходить в новом формате в инновационной студии. Ведущий программы Рамзан Абуев стал первооткрывателем исторического момента с доступом к современному мультимедийному пространству, не имеющему аналогов в республике. На открытии побывал помощник главы Чеченской республики, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов, а также руководители и сотрудники региональных средств массовой информации. Осмотрев павильон, гости отметили его значимость для развития телевещания. Это всегда, правда, абсолютно, я вот всем говорю, я говорю, Борис, всегда особое отношение. Чеченская республика всегда приоритет, всегда, потому что это очень важно. Как республика развивается, она является для многих примером. Я вот сегодня просто, вот сколько я не был, год, наверное, за год какие преобразования, просто фантастически. Это же видно, и по людям видно, люди улыбаются, люди вот такие выходят с хорошими, просветленными лицами. Просто молодцы, конечно. Вам спасибо большое за регулярную помощь, информационное сопровождение. В лице Олега Борисовича, в вашем лице, всей вашей всегда команде. Показывать то, что хорошее в стране происходит. Пример для подражания. Это очень важно, я считаю. Главными элементами являются 3 большие видеостены, каждая из которых функционирует автономно и позволяет режиссерам выводить любое изображение. Есть и возможность интеграции визуальных эффектов и генерации 2 и 3D изображений в реальном времени. Установлены камеры, которые могут обеспечить до 50 различных планов съемки. Внедрение этих технологий было поддержано бурными аплодисментами. Поздравляем. Всех нас поздравляем. Благодаря Анзору. Да, молодцы. Здесь креативная команда. Да, молодец, собрала всех, мобилизовала. Здорово работала. Даже лучше, чем мы ожидали. Но ВГТРК это топ. По сторонам интерактивного стола ведущего установлены 2 дополнительных больших экрана, так называемые айфоны. Команда телеканала работала над проектом в течение полугода. Ее запуск стал возможным благодаря поддержке главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Как отметил главный инженер ГТРК «Вайнах» Султан Ахматов, возможности безграничны. Все зависит только от фантазии профессиональных сотрудников. Все зависит от фантазии творческих работников. Можно создать любую студию при наличии программиста. И можно одновременно 3D-объекты накладывать, можно вообще возможность программы, бегущую строку, несколько строк даже одновременно. Очень большие возможности. Мы пока используем до 10% от возможности этой программы. Возможности очень большие. В ходе непринужденной беседы Ахмед Дудаев вручил Рифату Сабитову благодарственное письмо главы региона Рамзана Кадырова. Уважаемый Рифат Абдулгаевич, выражаю вам благодарность за эффективное многолетнее сотрудничество в информационной сфере, активное освещение важных социально значимых событий Чеченской Республики, а также за значительный вклад в развитие отечественной журналистики. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Высокая честь. Еще раз спасибо. Говоря о новых возможностях ведения эфиров, Рифат Сабитов рассказал, что это общая коллективная победа. Взаимодействие филиала с федеральными коллегами дало вот такие красивые плоды. Это, знаете, вызывает большую радость и гордость за то, что коллектив нашел правильное технологическое решение и применил его и очень вовремя. Это общий предмет гордости для всего нашего большого холдинга. Огромное спасибо главе республики Рамзану Ахматовичу
Кадырову за постоянное внимание и поддержку здесь нашего филиала ГТРК «Войнах». Команда нашей телерадиокомпании – это истинные профессионалы своего дела. Сотрудники постоянно выигрывали призы на местных и всероссийских конкурсах. По словам директора филиала Рузаны Веселаевой, это большой шаг в прогрессивном современном мире, сделанный командой мастеров, любителями этой профессии. С внедрением новой студии у телерадиокомпании «Войнах» появляется новый спектр возможностей, которые позволят раскрыть творческий потенциал нашего коллектива, стать более конкурентоспособными. Мы благодарим всех, кто нас поддерживал, кто в нас верил. Отрадно, что в нашем мероприятии принимает участие заместитель генерального директора Рифат Абдулгапович Сабитов, который дал высокую оценку проведенной работе. Это труд всей команды ГТРК «Войнах». И мы надеемся, что оправдаем доверие и руководства республики, и руководства ВГТРК. И я считаю, что сегодняшнее событие, оно без преувеличения историческое для всего чеченского телевидения. Пришедшие в гости наши коллеги дали высокую оценку работе компании «Войнах». Открытие новой студии – это уровень, подвластный только таким мэтрам чеченской журналистики, подчеркнули собравшиеся. Рузанина рыбалка иштеках борн дерес халала Новая студия, она шикарная. Мы успели оценить, посмотреть. Все на высшем уровне. И желаю, чтобы телеканал и дальше вносил новые идеи, новые какие-то проекты развивал. В этот день Рифат Сабитов принял участие в работе первого Всероссийского цифрового форума «Защитники Отечества». В ходе него Рифат Абдулгапович встретился с главой Чеченской Республики. Они пообщались с Рамзаном Кадыровым и сделали совместную фотографию. Глава региона поблагодарил в его лице руководство ВГТРК и весь состав ГТРК «Войнах» с этим важнейшим технологическим прорывом. У нас такая традиция, когда Таким образом, эфиры будут вестись намного привлекательнее во всех смыслах этого слова. Красивая картинка – это то, что вы, наши уважаемые зрители, цените больше всего. Мы благодарим за то, что находитесь с нами все эти годы. Нам важен каждый просмотр, лайк или комментарий, который вы можете оставить под многочисленными публикациями в аккаунтах социальных сетей компании «Войнах». Корреспонденты вместе с операторами, благодаря мастеровитым водителям, продолжат вовремя делать для вас качественный контент, а лихие монтажеры с режиссерами эфира сделают изображение еще более зрелищным и привлекательным. Коллектив ГТРК «Войнах» желает вам приятного просмотра каждый день. Турпа Лолита Исумов, Сайт Эмин Мусаев, Хусейн Мурдаханов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. Есть такая профессия – родину защищать. Эти слова с глубоким смыслом разделяют истинные патриоты, которые по зову сердца приезжают в Российский университет спецназа имени Владимира Путина для прохождения подготовительных курсов с последующим участием в специальной военной операции. Помимо профессиональной огневой и тактической подготовки, инструкторы обучают бойцов по уникальной медицинской программе, что позволяет минимизировать потери среди личного состава. О том, как становятся героями, Лейла Муртазова. Вадиму 30 лет. Он готовится во второй раз отправиться в зону проведения специальной военной операции, только теперь в составе спецназа «Ахмат», и обучается на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. У меня дома 3 детей, то есть поэтому я и выбрал этот путь. Я в армии не служил, я пошел первый контракт добровольцем, отслужил, все, пришел домой. В итоге сейчас мои близкие пошли через «Ахмат». Позвонили, сказали, ну и вот, поэтому я здесь, чтобы такого бардака там не было. Решил через «Ахмат», много слышал за него, то есть много положительного. И близкие мои, с кем я первый контракт был, то есть многие пошли отсюда, хоть уже и был там, но много все равно узнаешь для себя нового, подготовка хорошая. Инструкторы, да, объясняют хорошо, даже если что-то недопонял, тебе повторят, доведут. Будут с тобой работать до тех пор, пока ты не поймешь.
На сегодняшний день РУС – это один из самых передовых военных центров мира, который способен обычного человека превратить в современного бойца. С объявлением специальной военной операции пополнить ряды вооруженных сил изъявляют желание патриоты со всей страны, в том числе и чеченцы. Чтобы подготовиться к эффективному бою, они стекаются именно сюда. Особенность подготовки на базе Российского университета спецназа заключается в том, что с добровольцами работают опытные инструкторы, которые обучают их по специальной ими разработанной программе, позволяющей охватить все направления за короткие сроки. За обучение новобранцев берется высококлассный инструкторский состав. Это те люди, которые сами принимали участие в специальной военной операции и, отталкиваясь от своего опыта, грамотно готовят добровольцев. Двухнедельный курс включает в себя тактические, практические и медицинские занятия. Изначально у нас проходит огневая подготовка. Мы доводим до ребят правильное обращение с оружием, безопасная и именно тактическая стрельба. Параллельно с огневой подготовкой у нас идет медицина. 2 недели, по мне, это достаточно, чтобы пройти курс. У нас он улучшенный здесь. Это уже не 1 месяц разрабатывается именно нашими инструкторами. Уже 13 лет. Когда на огневой работаем, мы тоже с ними общаемся. И все инструктора побывали уже в зоне СВО, примерно понимают, что там нужно для начинающего бойца. И мы общаемся с ними, готовим их и психологически, и физически. На базе все устроено максимально приближенно к боевым условиям. Это тоже часть подготовки человека к реалиям на передовой. Воссоздать это позволяет уникальная площадка РУСа. Тут же в центре расположен и лагерь для добровольцев, где они пребывают до конца отправки. Все их нужды контролирует региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Новобранцы дают присягу защищать государство, обязуются свято соблюдать Конституцию. Стоит отметить, что каждый подписал контракты с Министерством обороны России. Это позволяет им получить правовой статус, как у военнослужащих. Желающие вступить в ряды спецназа Ахмат обращаются в столичную мэрию. Отправляются защитники Отечества спецпортом из аэропорта Грозного. По традиции проводить очередную группу прибывает председатель правительства Магомед Даудов. Народ российский сегодня в вашем лице видят защитников, своих защитников, бойцы. Мы боремся за правду. Мы боремся за то, что нам наши предки передавали. Это прежде всего человечность, вера в Бога, семейные ценности. Из Чеченской Республики в зону проведения специальной военной операции уже направили более 18 тысяч добровольцев, которые прошли качественную военную подготовку в Российском университете спецназа. Лейла Муртазова, Ислам Мацуров, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. В центре столицы формируются контуры нового 5-го района, названного в честь президента России. Строительство идет полным ходом. При этом особое внимание уделяется не только оперативности, но и качеству. В настоящее время уже продано более 50% жилья. Этот амбициозный проект значительно повлияет на улучшение городской инфраструктуры. Об архитектурной концепции Путинского района Мадина Кураева. Еще один масштабный проект – продолжение проспекта имени Владимира Путина. Его возведение изменит облик всей столицы Чеченской Республики. Он станет не просто транспортной артерией, но и образцовым районом с развитой инфраструктурой и комфортным проживанием. На территории в 2 миллиона квадратных метров будут располагаться 142 так называемых дубайских дома в 9, 10 и 20 этажей. Все они находятся на разных стадиях строительства. Например, на объекте 8.1 это 9-этажные дома. Сейчас рабочие завершили возведение подвального этажа и приступили к гидроизоляции фундамента. В ближайшее время они начнут монтаж 1-го этажа. Площадь одного дубайского дома составляет 2100 квадратных метров. Проект предполагает использование изысканных узоров восточной архитектуры с элементами вайнахского стиля. На объектах еще предстоит возведение конструкции, наружная отделка, а также внутренние работы. У нас идут, монолитные работы и идут по возведению,
этажей, а также идут попутные работы, изоляционные работы. То, что уже сделано, вы видите, это они на разных стадиях у нас находятся. Значит, нулевой цикл, первый этаж и второй этаж. В принципе, ориентировочная сдача, насколько я понимаю, это третий квартал 2026 года. Все идет согласно графику. Рабочие трудятся в одну смену по 9-10 часов. С позитивным настроем они возводят дом за домом. На данный момент работой охвачены все многоквартирные дома. Они будут располагаться вдоль улицы в несколько рядов. Существующий проспект имени Владимира Путина получит продолжение до самого микрорайона и тем самым увеличится на 2 километра. Согласно плану, здесь появится уютный пешеходный бульвар протяженностью более 1,5 километров. Он станет главной изюминкой объекта. Это пешая зона, как у нас в центре бульвара имени Есенбаева. Дизайн данного бульвара тоже 2-3 варианта уже имеются, они будут согласованы. Ширина бульвара где-то 45 метров у нас. Также следует отметить, что и по проспекту Путина, то есть проектного проспекта Путина в центре по оси тоже расположится зеленая зона. Это более 113 тысяч квадратных метров территории. На сегодня ведется работа по разработке дизайна этого парка. Первые этажи предусмотрены для торговли и общественного питания. Среди объектов будут также садики, школы, мечеть. Как и полагается, в каждом дворе предусмотрены парковки, детские площадки. Новый проспект будет уже 5-м районом Грозного. Стоит отметить, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров регулярно проводит инспекции и лично контролирует каждый этап строительства. В регионе реализуется множество интересных проектов, которые сделают столицу еще краше. Для достижения поставленных целей есть все возможности. Остальное – дело времени. Мадина Кураева, Магомед Ахматов, Сайдамин Мусаев. Вести. Чеченская Республика. Лада Гранта. Стильный, компактный и практичный автомобиль, который стал надежным другом в дороге. Он заслужил доверие более миллиона водителей и успешно прошел все необходимые проверки. Однако немногие задумываются о тонкостях процесса его производства. Создание транспортного средства – сложный и многоэтапный процесс. Каждая машина проходит длинный путь, начиная от сборки компонентов и заканчивая тщательным тестированием перед поступлением в дилерские салоны. Мы приоткроем завесу тайны над производственными секретами предприятия «Чечен Авто». Подробнее в нашем сюжете. Все начинается с процесса мойки корпуса в специальной камере, необходимого для выявления потенциальных дефектов. Затем он направляется на линию сборки, состоящую из 5 постов. Сначала рама устанавливается на конвейерную платформу, где она постепенно обрастает передней подвеской, задним мостом, топливным баком, после чего ее снабжают колесами. Самое главное событие происходит на 3-м посту. Машина получает механическое сердце, двигатель и узлы трансмиссии. Наконец устанавливаются недостающие детали интерьера, включая сиденья, и вот салон приобретает знакомый всем вид. В цеху автомобилестроительного предприятия «Чечен Авто» нет рабочей суеты. Однако цепочка полузавершенных агрегатов с пустыми кузовами наглядно демонстрирует трудоемкий процесс рождения автомобиля. Здесь ручная сборка, что гарантирует качество. У нас на 2024 год запланировано 7500 машин «Лада Гранта» и порядка 600 машин «Газели Next». В день мы собираем 34 автомобиля. То есть за каждые 12 минут у нас с конвейера должен сойти один готовый автомобиль. В цеху 4 линии. На каждой линии есть контролер. 4 контролера. Эти люди проверяют каждую машину. Только после этого завод транспортирует готовые автомобили в дилерские центры, преимущественно в регионах Юга России, где их будут дожидаться счастливые покупатели. Завод можно назвать скорее социальным проектом, чем коммерческим. Для небольшого города с населением 40 тысяч человек предприятие играет важную роль в экономике, предоставляя места работы. На данный момент здесь трудится почти 300 человек. Причем основную часть коллектива составляют молодые специалисты, которые пришли сюда после окончания высших и средних специальных учебных заведений. Одним из работников является 18-летний Ислам Синабаригов. Он контролер на одной из линий, так называемый чекмен, проверяет качество сборки.
Чечен Ахтал. Первый авиаш постешка ворса, бо бинас постешка. Машинш проверки шуса. Так цар запчасть илча, цар нист эциннага исправить теж. Я целый илша, даватунуса. На базе Чечен-Авто совсем скоро власти республики планируют открыть первый на юге России автомобильный кластер. Это позволит создать новые рабочие места и увеличить производство до 16 тысяч автомобилей в год. Рамзан Абуев, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика. Студенты Грозненского нефтяного технического университета разрабатывают передовые проекты, затрагивающие различные сферы жизнедеятельности. Инновационные разработки охватывают самые актуальные мировые повестки: снижение выбросов парниковых газов, создание экологичных стройматериалов и расширение возможностей виртуальной реальности. Репортаж Амины Тупилаговой. Грозненский государственный нефтяной технический университет – это легендарный центр подготовки высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли и других стратегически важных сфер. Учебное заведение давно славится своей репутацией кузницы талантов, выпускающей специалистов, которые востребованы как в России, так и за рубежом. Инновационные строительные материалы с уменьшенным влиянием на окружающую среду в скором времени будут производить в нефтяном университете. Проект «Низкоуглеродные строительные технологии» с комплексным использованием техногенного сырья в разработке 3 года. В его рамках уже реконструируется помещение для производства строительных материалов. Идею реализует ассистент кафедры технологий строительного производства Джахар Межидов вместе с командой из 11 человек. На данный момент идет работа над анализом и обработкой информации. Мы делаем акцент именно на экологичность материалов. То есть мы не просто разрабатываем там материалы, обладающие какими-то улучшенными физико-механическими свойствами. Также нам важно иметь полное представление о материале и его влиянии на окружающую среду. То есть сколько углекислого газа может впитать данный материал или наоборот выделяет данный материал. Будем в основном заниматься материалами. Это у нас бетонные композиты на цементной основе. Лаборатория создана в рамках федерального проекта развития человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок, входящего в национальный проект «Наука и университеты». Уже через 2 месяца она начнет полностью функционировать. Финансирование составляет 17 миллионов рублей в год. Стоит отметить, что у университета богатая история подготовки высококлассных специалистов. Здесь работают опытные преподаватели, многие из которых являются известными учеными и практиками. С нулевых годов через нашу научную школу прошли десятки молодых людей, более 10 из них, а конкретнее 13 человек уже защитили кандидатские диссертации. Из тех же молодых людей 2 человека стали докторами технических наук. На сегодняшний день университет является площадкой для реализации перспективных идей. К примеру, виртуальный хоккей. Он пользовался популярностью еще на стадии его разработки. Над проектом работали 3 человека. Он создан в первом студенческом стартапе, открытом на базе Хай-парка, и получил 1 миллион рублей гранта в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». У программного обеспечения 2 целые аудитории. Первая – люди, которые просто ценят и любят хоккей. Вторая – спортивные школы, у которых есть множество желающих заняться именно этим видом. Команда уже готова выходить на рынок. Мы планируем размещать игровые зоны в различных торговых центрах, расширять свой список игр и, возможно, скоро это будет и франшизой целой. На данный момент наш симулятор включает в себя 3 режима. Это как дриблинг, точность попадания и режим для вратаря. Мы используем очки виртуальной реальности Oculus Quest 2. Также можем без проблем перейти на любое другое железо, которое у нас будет. И управление происходит непосредственно контроллерами. Также мы разрабатываем крепежи, которые будут крепляться на экипировку хоккейную, то есть это блокер, ловушка и клюшка, чтобы игрок ощущал настоящий вес игры. ВУЗ становится одним из лидеров в исследовании изменения климата в России. С 2021 года на базе ГГНТУ создан карбоновый полигон, где ученые проводят комплексные исследования поглощения и выброса парниковых газов в атмосферу. В его рамках также реализуются проекты экологической безопасности. Для выполнения поставленных целей и задач карбонового полигона закуплено немало оборудования, в том числе метеорологические станции, станция Эдди Коваринс для непрерывного измерения парниковых газов. На базе Грозненского государственного нефтяного технического университета реализуется множество проектов. Он ежедневно готовит специалистов, которые становятся лидерами в своих отраслях. Амина Тупилагова, Медина Мударова, Сайтамин Мусаев, Аслан Ахматов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская республика.
Веками чеченские башни гордо возвышаются над живописными горами, являя собой образец мудрости и стойкости предков. Каждая из них возводилась с глубоким смыслом и трепетом, начиная с выбора места и заканчивая сроком строительства, который не должен был превышать 1 года. Трудно представить наш край без этих архитектурных шедевров, их количество исчислялось сотнями, самые известные – Ушкалойские башни. О тайнах каменных сооружений расскажет Медина Мударова. Самобытный и величественный Тумкалинский район – это не только горные вершины, бурные реки, но и территория, сохранившая богатое историческое наследие. Старший научный сотрудник Аргунского музея-заповедника Рамзан Баканаев занимается археологией и загадками прошлого с 1980 года. Наша история – доказательство того, что некогда наши далекие предки владели этим искусством строительства. Они умели жить. Здесь можно увидеть древние башни, которые словно стражи времени стояли веками, храня тайны прошлого. Их использовали для проживания, оборонительных и сигнальных целей. Некоторые сооружения совмещали все функции. На правом берегу реки Аргун, на краю высокого утеса, расположен уникальный объект. Жилая башня, которая спустя годы превратилась в дом. Она была возведена таким образом, чтобы в случае опасности извне была возможность снова перестроить ее в башню. Здесь же сохранилась и тропа, ведущая к дому. Последние жильцы покинули сооружение в 1944 году при выселении. С тех пор оно пустует. Здание уже подверглось реставрации. К слову, таких башен здесь много. Трансформация по какой причине происходит? Дело в том, что когда наступают мирные времена, 2-, 3-, 4-этажная башня, снимаются верхние этажи примерно до 2-го этажа, перекрывается крышей, и это частный дом. Но в случае опасности, когда угроза появляется извне, снимается крыша, опять достраивается с фортификационными решениями, и эта башня, как мы называем, мой дом, моя крепость. Эта башня готова встретить врага. Там и машикули, там и смотровые щели. У классической жилой башни было близко к квадратному основанию. Она имела от 2 до 4 этажей и плоскую земляную крышу. Стены ориентировались по сторонам света. Почти у всех сооружений над дверным проемом встречаются так называемые машикули. С их помощью воины защищались, сбрасывая камни на врага. Также со внешней стороны наносились петроглифы и солярные знаки. То есть эти петроглифы, судя по их знакам, по этим петроглифам, можно сказать, что 2,5–3,5 тысячи лет назад здесь было жилье. Расшифровкой петроглифов занимаются опытные специалисты. В книге известного этнографа Лечи Ильясова есть множество исследований на эту тему. Но о том, что действительно нам хотели передать предки, история умалчивает. Величественные башни и замки буквально рассыпаны по горам и ущельям. Например, Ушкалойские башни, врезанные в скалы. Это один из популярных туристических объектов. Он располагается в самом узком месте Аргунского ущелья. Башни выполняли функции как сторожевые. Здесь пролегал шелковый путь, то есть здесь по этому ущелью проходили многочисленные дипломаты, чиновники, купцы из Москвы, из Европы в Грузию, и оттуда в историографии, в российской историографии об этом пишется. Стоит отметить, что таких сооружений в республике множество. Они были предназначены для укрытия людей в случае опасности. Здесь на каждой версте стоят многочисленные башни, подобно звеньям великой цепи сигнальной системы, которая доходила до границ Грузии. До нашего времени в Чеченской республике в различном виде сохранилось более 200 боевых башен. И это несмотря на то, что они подвергались регулярному уничтожению с самого начала Кавказской войны XIX века. Руководство республики тщательно следит за сохранением культурного наследия. А в рамках Года истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа внимание к ним приковано еще больше. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах, в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.